Сижу, значит, в Инстаграм, наблюдаю, смотрю, и заслуженный артист Республики Татарстан Филюс Какиров просто поедает суп, он весь вспотел, и видно у него, прям в глазах видно то, что он очень доволен, и он прямо, даже этот суп его вдохновляет на творчество. Я думаю, хочу попробовать. Просто захотелось попробовать и все. По его инициативе этот суп сегодня готовится здесь, потому что он сказал: брат, давай готовь именно этот суп. Было у Руслана, да, у Руслана в гостях. Исян Месуч Хермат Эдуслар. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас очень популярный герой. Внимание, актер театра и кино, телерадиоведущий, бессменный ведущий национальной музыкальной премии Болгар радиосы Рустем Гайзуллин Коршоловец. Салям, брат! Исян Месуч Руслан. Ну и, конечно, на десерт я оставил фразу «Заслуженный артист Республики Татарстан». Рахмат, в преддверии церемонии награждения премии Болгар радиоса хотелось бы подарить подарок. Как раз именно о том этот подарок. И говорит, это сувенирная продукция, подушка Болгар радиоса Алтынчы милли музыкаль премиясы, 6-е ежегодное вручение премии. И я думаю, этот подарок тебе понравился, да? Ну, очень. Во-первых, если ты сказал милли, значит это не подушка, значит это миндаль. Миндаль. Ну что, дорогие друзья, обязательно встретимся 8 декабря на 6-й премии Болгар радиоса. Да. Рустем Гайзуллин, заслуженный артист Республики Татарстан, актер театра и кино, диджей Болгар радиосы. Родился в Казани, окончил Казанское театральное училище. Профессиональную деятельность начал в Казанском татарском государственном театре юного зрителя. С 2006 года работает в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Вот уже на протяжении 6 лет является бессменным ведущим церемонии награждения национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Рустем женат, воспитывает 2 сыновей. Рустем, напомним нашим зрителям, что практически 5 лет назад ты уже готовил на нашей кухне. Да, и вот за эти 5 лет как изменились твои кулинарные способности? Расскажи, пожалуйста, что сегодня будем готовить такого интересного? Знаешь, практически ничего не изменилось, но тогда я готовил настоящий, вот как по-нашему, мясо. Люблю вообще картошку, мясо. Ну, видно по мне, да, что я люблю. Сегодня хочу предложить блюдо, у которого есть своя история, даже я сейчас о ней немного расскажу. Суп, томатный суп, как кто-то называет суп-крем, пюре, как-то, без них еще ошинды. Итак, мы начинаем готовить суп по эксклюзивному рецепту Рустема Гайзуллина. Достам, чем помочь? Для начала нужно нарезать чеснок и вот по поводу, вот лук нужен. Обычно, я знаю, как ты умело нарезаешь лук, но я, знаешь, люблю пользоваться в последнее время блендером. Ну, купили, подарили мне блендер, я сейчас все мельчу, крошу через блендер. У нас есть блендер, дружище. Ух ты, у нас есть блендер. Что делаем с чесноком? Нарезаем не мелко, вот такими дольками, которые мы потом обжарим в масле и вообще как бы выкинем этот чеснок уже. Он нам больше не нужен будет. Он все, что нужно, там уже оставит. В масле аромат свой. Да. Историю блюда ты обещал рассказать. Да, кстати, я хоть и люблю готовить, но это получается очень редко. И именно поэтому как бы нет большого опыта. Из-за этого у меня блюда обычно повторяются. Либо это картошка с мясом, либо это плов, либо это яичница. У Рустема вообще удивительно. Готовить времени нет, а вот поесть всегда. 4-5 раз в день. Прям как я. Да. Продолжай. И, слава богу, или, к сожалению, у нас есть сейчас социальные сети, в которых мы все повязли, правильно? И в один прекрасный день сижу, значит, в Инстаграм, наблюдаю, смотрю, и заслуженный артист Республики Татарстан Филюс Какиров просто поедает суп, он весь вспотел, и видно у него, вот прям в глазах видно то, что он очень доволен, и он прямо, даже этот суп его вдохновляет на творчество. Я думаю, хочу попробовать. Просто захотелось попробовать и все. После чего я обратился к Филюсу, позвонил, он говорит: брат, готовили вместе рецепт, говорит, точнее скажет жена. Звоню его жене Эльмире. Кстати, огромное спасибо Эльмире за этот рецепт. Я приготовил этот суп сюрпризом для супруги. После чего история продолжается. Пришли в гости друзья. Я опять же решил приготовить этот суп, пока супруги нет дома. Гостем был главный редактор нашего радио Ильфар Ильдусович Каримов. И именно по его инициативе этот суп сегодня готовится здесь, потому что он сказал: брат, давай готовь именно этот суп. Было вкусно. У Руслана в гостях. Вот такая история, друзья. Слушай, уже хочется попробовать скорее. Поэтому мельчи быстрее лук. Включаю.
В эту мисочку прошу сейчас лук перекладываем. Да, переложить. Так, дальше. Сейчас мы блендер как бы не зря освободили, нам нужно будет еще пару помидоров также нарезать на несколько кусочков и потом все это... Также в блендере. Я думал, ты один был, да. Помогай. Что ж я... Рустам, ну и, конечно же, хочется, пользуясь случаем, поговорить и о театре Тинчурина, в котором ты продолжаешь успешно работать. Да. Наслаждаешься ли ты этим действием? Наслаждаюсь, безусловно. Потому что, Руслан, это, если даже учитывать, как ты уже меня представил зрителю, кино, радио, телевидение, сколько бы параллельно не было видов деятельности, театр для меня это самое главное, это основная моя работа. Как говорят, отдушина, да? Да, на что я получил образование. И уже если уж считать вместе с процессом учебы, то почти 20 лет я именно вот в сфере театра. Звание, которое ты озвучил, тоже работой в театре я получил. Прошлогодний сезон, этот сезон, что интересного было вот в твоем исполнении? Значит, у нас к 130-летию Карима Тинчурина был выпущен спектакль, скажем так, массовый, «Сунгу Асяр» называется последняя пьеса. На котором, кстати, я и был. Да. Где тебе очень, я заметил, очень идет военная форма. Да? И это роль такого строгого комиссара, предателя, кстати, да? Ну, были такие времена, да, революция, это как раз о том периоде 100-летней давности. И как бы спектакль, ну, вот роль, которую ты подметил, она мне тоже стала по душе. Обычно же какие-то комедийные роли, а здесь, ну, такой вот... Такой серьезный. Да, серьезный чувак. Который то ли красный, то ли белый, непонятно до последнего. Да. Ну, вот как бы основная, самая большая премьера прошлого сезона, это вот «Сунгу Асяр». И еще в начале этого уже года, в январе, после новогодних праздников, мы представили нашим зрителям также новую, неожиданную премьеру, сказать, она была, скажем так, в жанре буфонада, «Шаян Гульшаян». Я смотрю, ты профессионально справился, да? Прошу перелить. Многие называют меня, понимаешь, за спиной мистер Блендер. Мистер Блендер. Да. Очень хорошо. Кстати, я хотел бы еще сказать об особенности спектакля «Шаян Гульшаян». Мы параллельно играем в своих образах, персонажах, и пока мы не задействованы в действии, у нас есть своеобразный как оркестр-ансамбль. Все музыкальное сопровождение, то есть мы сами исполняем, кто-то на барабанной установке, я, например, там, то есть там ведро, ну, все, что под руки попадалось, мы собрали такую барабанную установку. Кто-то играет на думбре, на укулеле даже, вот, то есть такая вот сборная, такая вот солянка инструментов. Ты знаешь, Рустам, мне, конечно, больше хочется попробовать суп, но еще больше захотелось пойти и посмотреть этот спектакль, поэтому увидимся. Приходи, ну ты же знаешь, пригласительный можно организовать. Кстати, наши зрители. У нас есть еще курочка, которую мы добавим в процессе. Вот, отварили курочку мы, кстати. В том рецепте, который мне предлагала Эльмира, курицы там нету. Ну, я вот, если какое-то блюдо я беру на заметку и вот пытаюсь приготовить, обязательно что-нибудь свое. Экспериментируешь. Да, эксперименты, импровизации. Мы сейчас немного измельчим ее, и также ты профессионально все это пропустишь через блендер. Рустем, скажи, пожалуйста, вот твой секрет успеха, ведь я сегодня, как ты говоришь, объявил радиоведущий, телеведущий, ведешь мероприятия, спектакли, где, кстати, есть ведь и репетиции еще, да? Да. Кроме того, подготовка, опять-таки, к премии национальной нашей музыкальной, да? Как ты успеваешь? Я, наверное, разочарую, секрета никакого нет, просто мне как-то везет. Вот в раскладе этого времени ничто одно другому не мешает. Еще один большой успех, то, что мне повезло, радио и театр находятся в соседних зданиях. Горького 15 и Горького 13. То есть, завершая эфир, сразу бегу в театр, а там уже остальные виды деятельности уже как бы подстраиваются. Рустам, все готово у нас? Вновь чудо-блендер понадобится нам. Так, давай перекидываем. Закидываем. Ну? Айда. Бисмилляхи рахмани рахим. Да. Ну, вот как я люблю, в принципе, все ингредиенты готовы. Пора уже приступить к процессу у плиты. Берем сотейник. Да. Включаем плиту. Далее. Небольшое количество масла. Ну, максимум 2 столовые ложки. То есть, я думаю, ты сам на глаз. На глаз, конечно. Ты же профессионал. Так, есть. Ну, здесь уже 2,5 ложки пошли. Ну, масла у нас много, Рустам. Так, вот чесночок нужно обжарить.
Так, чесночок и... Ну, вот пока только Пока чесночок. И потом мы его убираем, да? Да. Так, Рустемчик, чесночок мы убираем. Да, уже пора. Уже пора. Все, что мог, чеснок отдал сегодня. Далее что добавляем? Добавляем лук, который мы заранее Превратили измельчили в пюре. Да, в блендере. Так, какой интересный рецепт, а? Все, на плиту. Не будем доводить его до состояния чеснока. Мы добавим Томаты. томаты, да. Ну и пока у нас есть время, расскажи, пожалуйста, за 5 лет, что изменилось в твоей творческой семье? Ведь супруга у тебя тоже актриса театра Кореева, а дети? Твои ребята, А мужики? дети, мои мужчины, Да? дети, Рамазан, старший сын, младший Нурсултан, одному 11, младшему 9 лет. Они занимаются спортом. Каким спортом? По 2 вида спорта. Старший занимается футболом и самбо, младший занимается также футболом и тэквондо. И Тэквондо ГТФ. хэштег семьи «Я буду стройнее папы». Руслан, если ты спросишь, какой следующий ингредиент, тот самый, который мы забыли. Какой ингредиент мы забыли, Рустем? Петрушку! Давай сюда. Так, петрушку. Побольше, поменьше? Ну, вот полпучка, скажем так. Полпучка. Бюджетненько. Да. Режем мелко. Скажи, С такой пожалуйста, любовью. как часто твои дети посещают вот спектакли с участием супруги и тебя? И нравится вообще им ходить на спектакли? Да. Каждую премьеру практически они посещают. И иногда они даже, если не хотят, то приходится посещать иногда. Ну, нет времени, берем с собой в театр. Ну, в основном, как зрители, они любят смотреть. И даже те спектакли, которые взрослые, не каждый поймет. Я вот анализирую у детей, спрашиваю, как вам некоторые спектакли, они прям так рассказывают с любовью, пересказывают. То, что, ну, нравится. Как зрители им нравится. Погружаем все это. Петрушечку. Да. Так, далее. Вспомогательный ингредиент — томатный сок. Так, заливаем полностью. Не обязательно. Достаточно, я думаю. Так, Потому что мы еще будем заливать все это куриным бульоном. вот в чем секрет вкусного супа, нет? Да, да. И еще есть ведь курочка у нас сама. Тоже сейчас? Мы же не можем сказать, что без мяса абсолютно этот суп, правильно? Ну, я так понимаю, вот этот ингредиент ты специально для меня придумал. Обязательно, специально. И Барат Иксинегашин Special for you. Добавляем? Добавляй. Так. Слушай, ну я не пробовал, но мне уже очень нравится. Закипел у нас супчик, посмотри, пожалуйста, Рустем, очень красиво. Закипел, значит, пора. Пора воспользоваться. Можно же, да, вот здесь специи. Пожалуйста, все. Соль. Давай, меняемся. Нет, Руслан, я хочу тебе это доверить. Все потому хорошо, что, возвращаюсь. Да, вот перец, Так, соль. перчик. Можно все сразу. Так, и душистый перчик, и соль. И последний, как говорят татары, ингредиент нашего супа – это Ул да булса, ул безден бульон. бульон куриный мы добавляем. Бисмилля рахман рахим. Хорошенько перемешиваем. Сейчас мы подождем, пока он потомится 25 минут. Мы его оставляем на плите. После чего мы его будем взбивать немного погруженным блендером. И добавим чуть-чуть муки. Чуть-чуть. Капельку. И все, суп готов. Но самое главное, у меня готов рецепт номер 2. Я расскажу тебе об одном очень вкусном блюде. После небольшой паузы на канале ТНВ. Оставайтесь с нами. Томатный суп-пюре. Заранее сварили куриный бульон. Мясо достали, разделали на филе и измельчили блендером. Также при помощи блендера измельчили репчатый лук, помидоры и петрушку. Чеснок нарезали на небольшие дольки, несколько минут обжаривали в растительном масле, затем достали. Далее в этом масле обжарили измельченный лук, затем добавили помидоры и томили несколько минут. Затем добавили петрушку, томатный сок и измельченную курицу. Через некоторое время суп приправили специями, залили куриный бульон и варили 25-30 минут. Далее в суп добавили немного муки и еще раз взбили блендером. Бер, ике, эш. Татар халық ашлары. Бик тәмле һәм файдалы. Хөрмәтле дуслар, Рустем Гайзуллин. Сегодня у нас в гостях замечательный актер
звезда, Елдес. В общем, и самая главная звезда в том, что он приготовил, практически уже доготовил очень вкусный оригинальный суп. Томатный суп. Суп практически готов. Сейчас, Рустам, я научу тебя одному очень вкусному блюду для мужчин. Ох, Руслан, потому что там присутствует мясо. Рад. Фарш. Буду рад принять от тебя мастер-класс. Итак, 2 яйца мы отварили. Купили вкусный фарш из говядины. Заранее уже вкусный. И нам также понадобится слоеное тесто. Но тесто мы пока отложим. По традиции надо порезать. Суган! Да. Но в моем рецепте мы обойдемся без блендера. Как я не люблю это делать. Для этого нам нужно вдохновение и пушак. Ага. Поехали. Ну, дежурное название у нашего блюда тоже есть. Итле котлама. Котлама. Можно котлама, юморка, фарш, как говорится здесь. Нет места для фантазии. Здесь все четко. Понятно. Ну и во второй части нашей программы мы поговорим о 6-й национальной музыкальной премии Болгар Радиоса, которая состоится 8 декабря. Где, кстати? В пирамиде. Традиционно в пирамиде. Кстати, традиционно. Ну, большинство из них было в пирамиде. Одна церемония вручения была в Москве, в Кремлевском дворце. Ну, так просто получилось. Да, ну и там побывали, пришли. Да. Что нового в этот раз будет? Ведущие, в принципе, традиционные. Рустем Гайзуллин и Ильфар Каримов. Но я знаю, что будет третий ведущий. Да, будет ведущая. Кому? Вот здесь и есть секрет. Это будет неожиданно и для наших зрителей. В принципе, это и для нас самих даже было неожиданно. Это да. Секрет по поводу третьего ведущего так и останется секретом. Да. 8 декабря все сами видите. Хамадат Руслан. Ну, не секрет, Руслан, то, что есть 34 номинации. Из них, внимание, 32 номинации получают исполнители, певцы. Остаются еще 2 номинации. Это для будут кого? авторы, композиторы и поэты. Ежегодно, каждый год, то есть награждаются и авторы тоже. Ну а мы сейчас переходим к приготовлению котлама. Пожалуйста, мне фольгу. Вот сейчас очень интересный момент будет. Наша задача равномерно распределить фарш. Житяма хватит? Да, житям. Как я это сделал четко. Шикарно. Так, дальше. И затем понадобится нам 2 яйца, которые мы заранее отварили. Вот они уже есть. Да. Ну и сейчас бисмилля это помещаем. Яйца в центр. Нарезать не нужно, что ли? Нет, целиком. Затем, когда мы будем разрезать нашу котлама, знаешь, какая будет красота? Вот так, да? Да. Вот. И сейчас, равномерно, мы все это заворачиваем, понимаешь? Понимаю. Вот. Начал понимать, вернее. Вот. Так. Ну и как я понимаю, сейчас в этой фольге будем запекать, да? В печи. Если бы это будет очень легко. У нас же есть слоеное тесто, поэтому пока я забыл про него совсем. Так, и? Прямо здесь на столе мы сейчас ее раскатаем. Прошу. Инструмент. Да. Кстати, хоть раз делал что-нибудь такое? С тестом работал? Нет. Ну и сейчас самый красивый момент, Рустем, на котором можно фантазировать, творить. Мы делаем вот такие надрезики. Так. И аккуратненько сейчас будем украшать, так скажем, наш рулетик. Так, я возьму, кстати, посуду пока. Вот так вот, да, как-то что-нибудь. Рустем, за 6 лет ведения национальной музыкальной премии Болгар Радиоса. За 5. Ну, 6 мы уже сейчас сразу тебе заочно записываем 6-ю премию. Не было ли желания самому выйти на сцену и исполнить что-то? Ну нет, каждый должен заниматься своим делом. Хоть у нас и была своя когда-то группа, мы исполняли. И в театре мы поем, но мы поем не как за себя, как за Рустема Гайзуллина я пою, допустим, на сцене театра, да, а как уже персонаж от имени образа. И вот, на сцене такой большой премии, мне кажется, я просто недостоин этого. Я сейчас переложу нашу котлама, да? Потом мы отправим в духовочку. Ну, Рустам, я предлагаю, все-таки мы как в театре, ведь кухня — это определенный театр. Что-нибудь исполнить, пофантазировать, поэкспериментировать. Какую песню мы можем экспромтом? О эксперименте, да, вот. Я мечтаю научиться горловому пению. Вот я как бы вот только азы еще начал получать. Внимание, я надеюсь, внимание. Что на будущее. Ну да вот это все. Я вот пока только начал ловить, только что.
Никогда не думал, что по телевидению это сделаю. Рустем, я даже на мгновение дар речи потерял, понимаешь? Лучше заниматься вот этим. Под такие очень оригинальные звуки Рустема Гайзуллина мы отправляем нашу котлама в духовочку примерно на 30 минут и будем накрывать на стол, потому что у нас готов и томатный суп. А я по шаманнику. Мясной рулет с яйцом и тле котлама. Мясной фарш смешали с мелко нарезанным репчатым луком, приправили специями и все тщательно перемешали. Фарш разложили на фольге, разровняли, выложили 2 вареных яйца и свернули рулетом. Слоеное тесто раскатали в прямоугольник. На середину теста выложили подготовленный рулет. Тесто по обеим сторонам от начинки нарезали косыми полосками и уложили в косу над начинкой. Подготовленный рулет выпекали в духовке 40-45 минут при температуре 180 градусов. Рустем, как говорят в театре, когда все уже, премьера готова, что говорят? Алга? А у нас говорят ашарга. Ашарга? Да, готовь к обеду ложку. Приятного аппетита. Первое блюдо, которое мы пробуем, это будет твой фирменный томатный суп. Бисмилля рахман рахим. Давай попробуй ты сначала. Очень оригинальная подача с кусочком сыра. Да. Миашей. То есть мне нравится. Я аплодирую не только тебе, но и Филиппу Какирову за этот рецепт. Я очень люблю, поверь мне, томатный суп, но с такой подачей пробую его впервые, поэтому оригинально, красиво и заслуженно. Рустем, молодец. Бигзар Ахмед. Ну а сейчас, Рустем, попробуй блюдо от Руслана Шарафутдинова, пожалуйста. С радостью. Очень красивый рулетик получился, особенно в разрезе. Обратите внимание. Да, из кипиш. Бисмилля рахман рахим, пробуем. И как тебе, Рустем, как тебе блюдо под названием котлама? Руслан, ты знаешь, я скажу одно, то, что будет показателем этого блюда. Несомненно, это блюдо попадет в список немногих блюд, которые я готовлю и буду любить готовить. Как приятно слышать, Бигзар Ахмед. Взаимный рахмет. Рустем, в очередной раз говорю тебе большое спасибо за эти кулинарные шедевры. Все получилось на 5 баллов, в том числе и мой рецепт. Да, отлично, так что услышимся на Болгар Радиусе, увидимся в театре Тинчурина. И, конечно же, 8 декабря на церемонии вручения музыкальной премии Болгар Радиуса. Ждем вас всех. Будет весело, интересно и, может быть, даже вкусно. Обязательно. Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас на канале ТНВ. Сау Дуслар. До свидания. Татар халық ашлары. Бик тәмле һәм пайдалы. Бигзар Ахмед. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок.